В Якутске успешно реализуется второй этап программы по переселению граждан из ветхого жилья. Так продолжается расселение 17-го квартала. Жители 10 аварийных многоквартирных домов уже отпраздновали новоселье. Более подробно в нашем следующем материале. В столице региона продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийных домов. В 17-м квартале подрядчики снесли здание по улице Семена Данилова. 16-квартирный дом несколько лет назад был признан аварийным. 12 семей уже отпраздновали новоселье. Для остальных жильцов завершается процесс передачи квартир. В следующей неделе у нас сдается объект в районе Борисовки-1, застройщик Лена Транссервис. Там мы 112 квартир получаем, из них 40 квартир под детей-сирот, остальные под переселение. Получается, людей обеспечим жилыми помещениями. Наибольшее количество ветхого жилья в столице расположено в Строительном, Сайсарском и Промышленном округах. В этом году на снос аварийного жилья предусмотрено 14 миллионов рублей. На сегодняшний день в Якутске к аварийному и ветхому жилому фонду относятся 740 домов, в которых проживает более 20 тысяч человек. У собственников есть право выбора. Они могут получить новую квартиру или денежную компенсацию. Граждане, которые выбрали возмещение, в 2020 году получили в общей сложности более 80 миллионов рублей. Реализация программы по переселению в Якутске будет продолжена. Этап 23-22 года, если получится перекинуть на этап 21 года, и получится совершить скачок сразу по сносу, планы трехлетки за 1 год убрать. Мы потенциально готовы, мы будем рады такой возможности. Хотелось бы, чтобы все остальные дома, которые нас окружают, в конечном итоге были подобным образом снесены, а люди переселены. Сегодня власти Якутска продолжают работу по признанию домов аварийными, чтобы в 3-й этап федеральной программы могли попасть больше домов. Людмила Басыгысова, Александр Князев. Вести, Якутск.